Добро пожаловать в творческую лабораторию Алания Лаб, обитель молодых и энергичных. В эфире Тамерлан Рамонов, и я с нетерпением представляю вам нашего гостя, молодого артиста Азамата Седакова. Азамат, здравствуй, спасибо, что принял приглашение и пришел сегодня к нам в нашу творческую лабораторию. Спасибо за приглашение. Итак, барабанная дробь. Солист Государственного камерного хора Алания, солист Северо-Остинской госфилармонии, педагог по вокалу музыкальной школы. Ничего, что я рядом сижу, так и хочется сказать, а чего ты добился в своей жизни? Расскажи, как ты все успеваешь? Ну, с утра на одной работе, в обед на другой, вечером на другой. С 3 часов у меня беслан. Каждый раз бывает, там работаю с детьми. До того в капелле, в камерном хоре Алании, а утром я обычно бываю в филармонии. Это вообще очень здорово, что тебе удается вот все это успевать, потому что я думаю, что не каждый бы справился с таким режимом. Да нет, это нормально. В 22 года ты не чувствуешь, что, может быть, усталость иногда или утомление от своей профессии? Ну, устают, наверное, все. Другое дело то, что это как бы, ну, временно, как бы, да, там человек отдохнет, и завтра уже... До этого просто нужно поспать, и на работу можно спокойно идти. В настоящее время национальная музыка, к сожалению, не очень популярна среди молодежи. Ты как человек, относящийся еще к молодому поколению, расскажи, как относишься к этому? Ну, я бы немножечко поспорил насчет того, что он не пользуется спросом, да, как бы. Вот, потому что я бываю на мероприятиях, да, на свадьбах, на кувдах, и вижу, как молодежь танцует, да, под остинскую музыку, под кавказскую музыку. Очень много людей именно даже подпевают определенных артистов песни. Другое дело то, что очень мало качественной остинской песни. Много очень выпускается того, что не должно, мне кажется, выпускаться в эфир и вообще быть обнародовано. Вот. А так я не думаю, что остинская песня как-то менее популярна, чем, например, что-то там другое. Я, конечно, помогу отдать отчет, да, там современные какие-то песни, да, я признаюсь, да, они больше востребованы, чем национальная музыка. Но национальная музыка, она изначально, да, такой узкий профиль имеет. И поэтому я не могу сказать, что она именно в каком-то таком забвении осталась. Как с этим бороться? Как создавать, если сказать сегодняшним языком, годный контент? Именно если взять осетинскую музыку. Ты как исполнитель, как с этим борешься? Я никак не борюсь, вот, потому что я по образованию артист, вокалист. Но я считаю, что на все нужно иметь образование. Вот мое сугубо личное мнение, талантлив ты, не талантлив ты должен иметь образование и заниматься своим делом, тем, что то, что у тебя написано непосредственно в дипломе. Ведь я же не могу пойти работать хирургом в РКБ, сейчас вот пойду и начну работать, но никто не возьмет меня. Почему-то такая тенденция пошла. Что люди занимаются не своим делом? Может быть, это и их дело, да, как бы, и бывает очень много талантливых. Сейчас я не хочу казаться ханжой, какой-то вредным человеком, нет, нисколько. Но для того, чтобы мне вот хотелось всегда петь, да, и есть два было варианта, да, просто отдавать деньги, записывать песни, и тоже как бы тебя бы и крутили, и все. Но на все я считаю, что должно быть образование, когда ты научен, когда ты, ну, грубо говоря... Знаешь нотный стан хотя бы? Да. Ну, это даже не столько важно, сколько тебя хоть чему-то научили, да, вот в конце концов за период обучения можно минимально каким-то навыком обладать. То и то уже какой-то сдвиг, прогресс, вкус формируется у человека. То, что нравилось мне, например, 5 лет назад, сейчас оно мне уже не нравится. Я удивляюсь, как оно мне могло нравиться. Потому что там какой-то такой легкий примитив, а сейчас как-то вот это уже не то. Ну, если говорить о твоем образовании, то я знаю, что ты в тайне от своей семьи поступил в колледж культуры. Ну, я просто это сделал потому, что как бы изначально против были того, чтобы я шел в училище искусств. Да. Я вообще
честно говоря, не в училище поступать хотел, а на актер, на театральное. В СОГУ? Нет, не в СОГУ, а в Щукинское училище. Но как бы не пустили. И что я еще, я долго анализировал, что я еще умею делать, как бы, ну и поступил в училище искусств. Сегодня ты занимаешься больше сольной своей карьерой, потому что я знаю, что ты еще выступаешь вместе с трио Вари. Да, трио Вари, мы организовали его, наверное, 2 года назад. Ну, это вот минимум, точно 2 года назад, может даже больше немного. Набрал популярность этот тандем? Может быть, наверное, даже не скромно будет звучать, но очень. Да? Да, среди любителей национальной музыки остинской очень. Потому что вот сколько раз мы троем выступали, я это по ощущениям приема зрителей понимал, да. Ну, я об этом себе могу сознаться. Например, если я выступал сольно, меня так не принимали, как принимали бы с ребятами, с Арсеном и Игорем. Как комфортнее? Мне, конечно, было комфортнее работать больше в трио, потому что, ну, это всегда интереснее работать в общей какой-то такой. Я по природе не стремлюсь быть лидером, например, да, и вот сольно это не совсем как бы мне нравится. А в трио мне именно нравилось работать, потому что это интересные были аранжировки, интересные песни были. Очень много из них прям вот как-то так выстрельнули. Азамат, если вернуться к истокам, ты помнишь свою первую работу публичную, вот если клипы взять? Да, помню. Была запись сперва песни, написанной также бабушкой, а слова написал Цаграев Гиго. Песня называется «Мафыд». Вот. И там мне тогда записали клип Альбина Секинаева. На гармошке мне играла Гусавова Залина. Это 2 заслуженные артистки. Но это моя первая такая работа, где я совсем молодой, и она мне как бы уже на данный момент не нравится. Вот. А потом, в 2014 году, я записал клип на мелодию Бабушки Нины, да. Хатаговой, Рамоновой, Вот. Хонга, да? Да. Эта запись есть и в ее исполнении, как в старом формате, да, старом радио, так и в 2009 году она ее Модернизировала, да? сделала в современном формате уже, аранжировкой в MP3. И в таком виде она у нее тоже записана. Ну и вот мне было предложено записать что-то инструментальное. Но я пошел по натоптанной дороге, как бы знал, что вот в такой момент могу использовать ее музыку, где не нужно было спрашивать ни у кого-то разрешения или еще что-то. И записали этот клип. Мне кажется, он получился такой прям осетинский, да, там большой такой, где много людей задействовано в нем. Вот. Ну, а мне было приятно его... Ну, хочу сказать, что с 2014 года этот клип набрал достаточную популярность и сейчас имеет 113,5 тысяч просмотров на YouTube. Ага. Очень Вот, хорошо. поэтому, если мы говорили до этого о популярности среди молодежи, то можно сказать, что среди пользователей YouTube это все. А вот если говорить о тебе, ты больше приверженец все-таки национальных устоев, которые были у наших дедушек и бабушек? Нет, ни в коем случае нет. Я за современный подход к жизни, чтобы, как сказать, в ногу со временем идти. Но при этом я не говорю, чтобы... Я не считаю правильным отказываться от всего национального, от того, что было до нас. Вот. Есть такое понятие «золотая середина всему», да, вот, и мне кажется, это самый оптимально правильный вариант поведения и жизни, потому что когда человек поворачивается совсем к Западу, грубо говоря, да, на тот лад жизни переходит, то там есть свои минусы, да, того, что уже никто ничего не стесняется и так далее и тому подобное. Вот, можно говорить все, что хочешь, ну, это не совсем верно, мое мнение. Но и при этом я не люблю, когда вот совсем уходят в 18 век. Есть такой выражение «муманафадел так вот сардаш», и вот это когда начинается, тоже это не совсем моя тема. Вот. По-хорошему, вот,
на золотой середине всему остановиться и как-то продвигаться в этой сфере. Из старых национальных осетинских мелодий или песен, какая твоя вот любимая? Любимая? Ну вот пел как-то Илкан Кулаев и Долорес Белоонова песню. Ой, я знаю, кажется, на озере. На в Флаке, лодке, да. На, Вот на это... на катамаране, по-моему. Нет, на лодке, на лодке. Вот, это вот моя любимая песня. И я считаю, что это музыка Булата Газданова. Вот. Если бы, мне кажется, Газданов больше ничего не сочинил, как бы это его одна работа была бы, то Все равно бы он бы был бы гением. Для меня эта музыка, наверное, к нему пришла откуда-то из космоса, иначе других слов у меня нет, как он мог это сочинить. Вот. А также люблю бабушкину музыку, Гузи Исах люблю, Мафот песню Балаев Володя пел. И именно в его исполнении я ее люблю. Она больше им прочувствована, нежели мной. Вот. Можешь какие-нибудь мотивы исполнить? Вот навскидку. Из того, что я сейчас назвал? Из своего репертуара или из любимых каких-то песен? Марашта саугая мана кашаш таргайта канашей. Эх, манара шухцы тадан котона жвейна жетона гей. Дым гаугабон файлаву шафтар дадама хуждар гей. Жаган рго маях шавайбонай сарандано май гей. Ну, сейчас как-то это... Живой звук, без фонограммы. Под гармошку бывает легче петь. Ну, немножечко я... Ну, здорово. Спасибо. Ты знаешь, есть такой вопрос-клише, который любят задавать многие столичные, может быть, и местные интервьюеры. Что вы чувствуете, находясь на сцене? Но мне интереснее, Азамат, что ты чувствуешь, когда уже выступление закончилось, концерт завершился, и вот ты уходишь за кулисы. По моему мнению, вот это чувство и есть как бы основная мотивация в твоем творчестве. Как ты на это смотришь? У меня немножечко по-другому. Я перед выходом очень волнуюсь, у меня всегда руки бывают холодные. Во время выступления я получаю огромное удовольствие. Вот уже если вот просто перешагну по мгновению, какому-то волнение проходит само собой, я не знаю, с чем это связано. Вот. Во время выступления я вот просто бываю, мне приносит это самому удовольствие. Когда я уже спел и ухожу, у меня бывает такое двоякое ощущение, одновременно и положительных эмоций от людей, и в то же время какая-то пустота. Потому что ты вроде бы вот как бы миссия выполнена на данный момент, и вот как бы это правильно выразить. Ты отдаешь себя людям, в принципе, получаешь взамен что-то, но при этом ту энергию, которую ты отдал, она немного в каком-то смысле невосполнима. Ну, это всегда, мне кажется, у всех так, потому что ты работаешь на большую аудиторию, да, в зале сидит 800 тысяч человек, и ты спел, и это всегда ответственно, мне кажется, для любого человека. И так, наверное, должно быть, не знаю. Но в моем случае вот такое ощущение всегда бывает, какого-то такого вроде бы и очень положительных эмоций, но в то же время какой-то такой некой пустоты от того, что ты проделал какую-то работу. Ну, это, грубо говоря, работа, да, выступил, и тебе нужно дальше идти. Спасибо большое, Азамат, что нашел время и пришел сегодня в нашу творческую лабораторию. Тебе спасибо, Тамерлан. Если вы поздно проснулись и не успели посмотреть программу целиком, не огорчайтесь. Скорее заходите на сайт alaniatv.ru в раздел «Alania Lab». С вами был Тамерлан Рамонов. До скорого.